Добрый день, дорогие ребята! Я Дунаева Евдокия Дмитриевна, учитель химии первой школы города Якутска, проведу для вас урок по теме окислительно-восстановительные реакции. Данная тема в новом формате ЕГЭ 2017 отражается в 3 заданиях под номерами 3, 10, 30. Тему разделила на 2 урока. Сегодня рассмотрим задания 3 и 10 из новых пробных вариантов. Чтобы правильно выполнить эти задания, нужно знать и уметь применять основные понятия химии, как электроотрицательность и степень окисления. Итак, смотрим на первую таблицу. Электроотрицательность – это способность и свойство атома притягивать электроны от других атомов. В таблице также указаны числовые значения электроотрицательности по шкале Полинга. В периоде электроотрицательность увеличивается слева направо, а в группе снизу вверх. Значит, самым электроотрицательным атомом является фтор. Степень окисления – это условный заряд атомов химического элемента в соединении, который показывает, сколько электронов может отдать или принимать атом или ион. Степень окисления атомов элементов простых веществ равна нулю. Пример: магний – нулевое, хлор-2 – нулевое и кислород – 0. Степень окисления водорода в соединениях +1, кроме гидридов. Натрий H, здесь степень окисления -1. Степень окисления кислорода в соединениях -2, кроме пероксидов и соединений со фтором. В пероксиде водорода H2O2 степень окисления кислорода -1, а в соединении О2 кислород +2. Степень окисления у металлов главных подгрупп равна номеру группы. Как поставить степень окисления у сложных веществ? Пример: калий-2, хром-2, О7, дихромат калия. Сперва пишем постоянные степени окисления. Кислорода -2, калия +1. Далее умножаем 2 на 7, получается 14. 1 умножаем на 2 плюс 2. Число минусов и плюсов должно быть одинаково, значит, не хватает 12 плюсов. А так как хрома у нас 2 атома, 1 хром дает 6 электронов. Итого хром, степень окисления у хрома +6. Приступаем к разбору заданий 3. Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. Ответом в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном ряду. Даны сера С, фосфор П, натрий, фтор, кислород. Из числа указанных в ряду элементов выберите 2 элемента, которые не проявляют высшей степени окисления, равной номеру группы. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. Сера проявляет высшую степень окисления +6. Фосфор +5, натрий +1. А фтор никогда не проявляет высшую степень окисления у фтора -1 и у кислорода -2. Значит, ответ 4 и 5. Следующее задание. Даны элементы кремний, фосфор, магний, фтор и бром. Из числа указанных в ряду элементов выберите 2 элемента, которые имеют одинаковую низшую степень окисления. Чтобы найти низшую степень окисления, нужно вычесть из 8 номер группы. Так как кремний находится в 4 группе, низшая степень окисления у кремния -4. Фосфор в 5 группе, значит, низшая степень окисления -3. Магний не имеет низшей степени окисления. Фтор
низшая степень окисления. Вообще у него степень окисления -1, и у брома из 8 вычитаем 7 -1. Ответ 4 и 5. Следующее задание. Дан ряд элементов: натрий, магний, бром, фтор, хлор. Из числа указанных в ряду элементов выберите 2 элемента, которые имеют одинаковую высшую степень окисления. Высшая степень окисления равна номеру группы. Натрий находится в первой группе, степень окисления +1. Магний во второй группе, степень окисления +2. Бром в 7 группе, степень окисления, высшая степень окисления +7. Фтор, как мы уже знаем, -1, а у хлора тоже +7. Значит, ответ 3 и 5. На экзамене вместе с КИМом прилагаются таблицы «Периодическая система химических элементов» и таблица растворимости. Используя периодическую систему, можно узнать степени окисления. Высшая степень окисления у элементов равна номеру группы. Пример. Литий +1, бор +3, углерод +4. Это высшие степени окисления. А узнать низшую степень окисления можно, вычитая из 8 номер группы. Например, кремний 8 -4, получается у кремния -4. Далее 8 -6 у серы получается низшая степень окисления со знаком -2. Приступаем к 10-му заданию. Задание относится к повышенному уровню, и за правильный ответ дается 2 балла. Чтобы правильно выполнить задание, нужно знать, что такое окислитель и восстановитель. Рассмотрим на примере. Окислитель – это атом или ион, принимающий электроны, поэтому степень окисления понижается. Восстановитель – это атом или ион, отдающий электроны, поэтому степень окисления повышается. Задание 10 из пробного варианта. Установите соответствие между уравнением реакции и формулой восстановителя в ней. Каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. Восстановитель, еще раз, это атом или ион, отдающий электроны, поэтому степень окисления повышается или иначе возвышается. На уравнениях реакции поставляем степени окисления. Уравнение А. H +1, сера -2, натрий нулевой. Получается натрий +1, сера -2 и H2 нулевой. Повышение степени окисления наблюдается у натрия. Натрий от 0 стал до натрий +1. Уравнение Б. Сера нулевое плюс H-йод получается йод-2 плюс H2S. В этом случае при постановке степени окисления смотрим, повышение степени окисления наблюдается у йода. Йод -1 стал до йода нулевого. Значит, ответ 3. Уравнение реакции В. После постановки степени окисления смотрим повышение степени окисления у серы. Сера от +4 стал до серы +6. Значит, ответ 5. Далее следующее задание. Тоже поставляем степени окисления. Смотрим. Азот от +4 стал до азота +5. Значит, ответ будет НО2. Следующее задание. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством элемента азота, которое он проявляет в этой реакции. Каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. Значит, в этих уравнениях реакции смотрим только элемент азот. Задание 10. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством азота. Уравнение А.
разложение гидрокарбоната аммония. При этом получается аммиак, вода и углекислый газ. Поставляем степени окисления. Азот минус 3 и в аммиаке тоже азот минус 3. Значит, здесь степени окисления не меняются, то есть азот не проявляет окислительно-восстановительных свойств. Уравнение Б. Взаимодействие оксида меди с аммиаком, получается азот, молекула азота, медь и вода. Поставляем степени окисления. Азот в аммиаке проявляет степень окисления минус 3, а в простом веществе 0. Происходит повышение степени окисления, значит, в этом случае азот является восстановителем. Задание В. В аммиаке азот проявляет степень окисления минус 3, и при каталитическом окислении получается оксид азота двухвалентного и вода. В этом случае оксид азота двухвалентного проявляет степень окисления плюс 2. Происходит тоже повышение степени окисления от минус 4 до плюс 2, то есть азот в этом случае является восстановителем. Четвертый случай. Литий плюс N2. Получается нитрит лития. Азот, как простое вещество, нулевая степень окисления, а в нитрите лития он превращается в минус 3. Смотрим. От 0 до минус 3 происходит понижение степени окисления. То есть азот в этом случае является окислителем. Ответ, значит, 4, 2, 2 и 1. Наш урок подходит к концу. Мы сегодня повторили основные понятия химии, как электроотрицательность, степень окисления, окислитель и восстановитель. Разбирали задания 3-10 из пробных вариантов. На следующем уроке рассмотрим окислительно-восстановительную реакцию, которая относится к заданиям высокого уровня сложности. Желаю успешной подготовки к экзаменам. До следующей встречи!